В рейде по выявлению незаконного оборота древесины участвуют не только представители Комитета лесного хозяйства. Здесь правоохранительные органы, налоговики и даже энергетики. Целая комиссия вкупе проверяет правильность установки электрического оборудования и наличие лицензии на переработку древесины. В цехе, расположенном в Галашке, мастера, увидев у себя в гостях эту большую компанию, совсем не обрадовались. Предпринимателя не устраивают постоянные проверки его деятельности. Платить налог законно фирме. Никто не запрещает предпринимателям осуществлять свою деятельность, однако она должна быть в рамках правового поля. Даже если предприятие имеет все документы, его руководство не освобождается от ответственности за древесину, которая обрабатывается в цехах. Вполне возможно, что она нелегальна. Заведи журнал «Поступление лесоматериалов» или древесины. Вот привез я этот лес, я разгрузил. Вот напиши, Харчив, такой-то разгрузил столько-то кубов, такой-то адрес. Комлесхоз приехал, показывает документы, а вы мне показываете журнал, вот этот человек завез и разгрузил древесину. Мы по адресу идем к этому человеку, покажи документы на этот лес. Если он не показывает, он должен сказать, откуда этот лес взялся. Следующий объект, подвергнувшийся проверке, лесопилка в Мужичи. Здесь участники рейда были совсем недавно. 19 апреля здесь была арестована незаконная древесина, выгруженная черными лесорубами. Этим фактом предприятие очернило свою репутацию, и теперь этот объект находится под особым наблюдением. Однако с тех пор здесь не производится работа. Хотим мы в правовое поле поставить это. На сегодняшний день то, что говорят лесопильщики, что лес навалили, это не наше дело, это не наш лес, так не пойдет. Это федеральный лес. Участники рейда наткнулись на еще один объект, где используется оборудование для обработки дерева. Собственник использует его для личных целей, то есть не занимается предпринимательской деятельностью. В этом случае участники рейда не имеют к нему никаких претензий. Органы исполнительной власти в области лесных отношений выписывают лес для собственных нужд гражданам республики в соответствии с республиканским законом до 30 километров. На строительство дома один раз и каждые 10 лет на ремонт 10 кубов выписываем дополнительно. Ну, если, конечно, да, у него пойдет уже предпринимательская деятельность, он обязан будет зарегистрироваться в налоговой инспекции, поставить пилораму на учет и, соответственно, отчислять налоги в федеральный бюджет. Леса много не бывает, а вот предпринимательских амбиций на одно дерево всегда полно. Поэтому проверки по незаконной вырубке деревьев будут продолжаться. Залина Могушкова, Аслан Героев, Новости 24.